Перед подведением итогов проделанной работы перед медицинскими работниками выступил руководитель одной из информгрупп городской администрации Айнур Идрисов. В своем выступлении он рассказал о сложившейся политической и экономической ситуации в стране и в мире, о том, с какими показателями Сибай завершил 2015 год. Также Айнур Фазлидинович поблагодарил медработников за внесенный большой вклад в проведение значимых мероприятий, посвященных юбилейным датам. К представителям информационной группы вопросов у сибайских эскулапов накопилось немного. Один из них коснулся темы благоустройства. Я живу на Горке. У нас совершенно негде играть детям. Я каждый год прошу обратить внимание, какие-то меры принять, может быть, площадку сделать. В этом году даже елку не поставили у нас на Горке. Детей очень много. Елку мы ставили, ежегодно я сам отвечал за эту елку. Но в позапрошлом году, как поставили елку, на следующий день ее разломали. Мы ставим ее в день проведения именно мероприятия. В прошлом году и в этом году нам Башмейк подарил елку 4-метровую, она невысокая, но дети с удовольствием играют. Но, к сожалению, у нас там вандализм немножко такой есть. Но по площадке мы этот вопрос рассмотрим, потому что УГУК в прошлом году 2 площадки подарил городу, но 5 площадок подарил, но Горку мы рассмотрим. О проделанной работе подробно рассказал главный врач Центральной городской больницы Азамат Ахмадулин. За последние годы отмечается естественный прирост населения. В 2015-м удалось снизить показатели младенческой смертности. 3500 пациентов смогли получить квалифицированную медпомощь в дневном стационаре, а в стационаре круглосуточного пребывания более 14 тысяч человек. Более 11 тысяч прошли обследование в Центре здоровья. Сегодня в системе здравоохранения города трудится свыше 1200 человек. В прошлом году коллектив пополнился на 21 врача, из них 7 – это выпускники вузов. В течение всего года была продолжена работа по оказанию медицинской помощи сельскому населению. А завершилось мероприятие приятным моментом. Отличившиеся в труде медработники получили высокие награды. 2 человека удостоились звания «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан». 5 вручили почетные грамоты Министерства здравоохранения. Я закончила Сибайское медицинское училище в 1977 году. С 1979 года я работаю в городе Сибае, работала раньше в тубдиспансере 16 лет, затем перешла в медицинский медпункт, тогда еще был медпункт обогатительной фабрики БМСК, и в принципе так и осталось работать в медпунктах. Медпункты комбината перешли в здравницу Зауралья, это было в 2012 году, вот с 2012 года я работаю в здравнице Зауралья. В Сибайском роддоме я работаю 24 года. Можно сказать, после сразу училища. Пришла просто медсестрой, отделение новорожденных. Очень кропотливая работа, конечно. Но это великое счастье. Момент рождения мы видим первыми, получается. Нет, сначала акушерка, потом детские медсестры. Единственное, что в последнее время очень огорчает, что стало очень много недоношенных детей. Мы, конечно, прикладываем все усилия и любви, и заботы, чтобы такие дети у нас жили. Каждый год у медицинских работников полон хлопот и забот. Ежедневно их ждут больные в надежде на то, что им помогут. В их труде нуждаются всегда. Какими бы ни были обстоятельства, они первыми придут на помощь. Что бы ни говорили, это те люди, руки которых на вес золота. Творческие коллективы города подготовили концерт, подарив врачам и медсестрам хорошее настроение. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.